Наши предки говорили: лошадь – крылья человека, а горы – крылья земли. Видимо, потому что горные экосистемы играют важнейшую роль в формировании окружающей среды всей планеты. Во-первых, горы – это источники пресной воды. Также они, накапливая огромное количество углерода, регулируют глобальный климат. Ведь именно человек сам угроза горной экосистеме. Выбросы в атмосферу парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и диоксид азота. Кроме того, деятельность людей вынуждает живых существ переселяться за пределы их естественного ареала. Сегодня усилия по сохранению климата важны для долгосрочного выживания горных экосистем. Но эти усилия не должны включать лишь восстановление среды обитания, лесовосстановление и создание охраняемых территорий. Здесь нужен комплексный подход. Буквально с первых дней президентства Садыр Джапаров сразу же заострил свое внимание на этом важном вопросе. По его инициативе в 2021 году была разработана концепция действий ООН по развитию горных регионов, нацеленная на формирование официальной категории горных стран в рамках международной организации, а также проведение до 2027 года комплекса мероприятий, посвященных проблемам горных стран. Инициативу президент озвучил в своем видеообращении на 76-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре того же года, которая, кстати, была поддержана генсеком организации Антонио Гутерришем. В целях дальнейшей реализации резолюции ООН мной подписан указ об объявлении в Кыргызской республике периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. Разработана национальная дорожная карта по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов на период 2023-2027 годов. В качестве завершающего этапа горного пятилетия мы планируем проведение в 2027 году в Кыргызстане второго глобального горного саммита «Бишкек плюс 25», спустя 25 лет после первого саммита. Хочу с этой высокой трибуны пригласить всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем. Во время саммита мировых лидеров 26-й конвенции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго Садыр Джапаров предложил организации объявить 2022 год годом устойчивого развития гор. В декабре 2021 года инициатива была поддержана единогласным решением и была принята резолюция. Многие десятилетия в мире, в том числе и в Кыргызстане, проблема вырубки лесов, преобразования лесных угодий под сельское хозяйство достигла почти катастрофических масштабов, что приводит не только к эрозии почвы, опустыниванию и утрате биоразнообразия, но и на нехватку продовольствия и топлива, нарушение круговорота воды, воздействие на здоровье человека и вымирание видов. Хотя на месте каждого вырубленного дерева необходимо было пересадить новое. На этом фоне национальная кампания с говорящим названием «Жашыл-Мурас», что в переводе означает «зеленое наследие», запущенная в 2022 году президентом Садыром Джапаровым, является эффективным решением. Почему мы решили дать название «Жашыл-Мурас»? Чтобы обратить внимание на важность сохранения природы для потомков. Каждый человек должен оставить след в этом мире после себя. Человек не должен ставить цель жить только для себя. Нужно оставить наследие своим детям, внукам. Оно бывает разными – материальным, духовным, климатическим. Одно из самых важных – природное наследие. Садыр Джапаров ранее отмечал, что полностью поддерживает Парижское соглашение по климату. И сегодня Кыргызстан поэтапно начал реализацию своего плана по решению проблем. Но для этого нужны крупные финансовые вливания. Так,
к 2030 году страна ставит целью сократить выбросы парниковых газов на 44%. Сейчас доля Кыргызстана в структуре общемировых выбросов мала, порядка 0,3%, а природа выбросов не промышленная, а связана с жизнедеятельностью людей. Осуществление неотложных среднесрочных мероприятий по сдерживанию изменения климата оценивается примерно в $7 миллиардов. Ну а к 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности. Основой этой политики, безусловно, являются возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика. Первые шаги уже сделаны. В стране построены малые ГЭС, строятся средние гидроэлектростанции. Президент лично дал старт строительству мегаобъекта Тамбарата-1. Главная цель – полный переход на электроэнергию промышленной отрасли и сектора жилищно-коммунального хозяйства взамен угля и мазута. Садыр Джапаров пригласил инвесторов из экономически развитых стран к взаимовыгодному сотрудничеству в гидроэнергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. По мнению главы государства, для Кыргызстана критически важно сохранить свои многовековые ледники, водные ресурсы и горы не только от изменения климата, но и от недобросовестной экономической деятельности, так как есть такие прецеденты. И адаптационные программы и проекты будут внедряться в уязвимых секторах страны. Масштабы предстоящей работы колоссальные, если учитывать, что 94% территории страны составляют горы. Их реализация оценена почти в $3 миллиарда. Именно поэтому нужно предусмотреть отдельное целевое финансирование для нуждающихся, но развивающихся горных стран.